Доброе утро, дорогая республика! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экранов телевизора. Вы смотрите «Утро Якутия» на телеканале «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня с вами я, Дарья Анкехова, и мы рады сегодня поздравить всех с долгожданной пятницей. Впереди, я думаю, будут теплые, летние, прекрасные выходные. Сегодня мы поговорим о полезных свойствах якутских растений, а также дальневосточного кедра. Обязательно приготовим шеф-поваром ресторана сытный завтрак. Это будут вареники с грибами. Также мы расскажем об истории успеха международных интеллектуальных игр, которые сегодня торжественно откроются в городе Якутск. Познакомимся сегодня с девушкой, выпускницей колледжа связи и энергетики, которая закончила его с красным дипломом. И узнаем у нее, почему же сейчас престижно получать среднее профессиональное образование. Ну а для тех, кто еще не посетил выставку Третьяковской галереи в Якутске, мы подготовили онлайн-экскурсию. Ну а завершим эфир мы по пятничной традиции красивой песни о любви. Будьте с нами этим утром, и у вас пройдет день, я уверена, на позитиве. Ну а далее о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 20 градусов. В заречной группе 16-20 со знаком плюс. В южных районах 18-20 выше 0. В Вилюйской группе 14-18 со знаком плюс. В Нижнеленских до 14 градусов. В западных до плюс 16. В Колымо-Индигирской группе улусов 8-16 со знаком плюс. В Янских районах 11-12 градусов тепла. На северо-западе до 11 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке 19 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер западный. Юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 28 градусов. Сегодня в Якутии День национальной печати. Эту дату стали отмечать относительно недавно, буквально пару лет назад. Но этот день имеет исторические предпосылки. 1 июля – это день выхода первой газеты на якутском языке «Саха Дойдута», что в переводе означает «Якутский край». И мы поздравляем в первую очередь всех наших коллег-журналистов, печатных изданий, а также других средств массовой информации Якутии. С праздником, дорогие коллеги! О других датах и событиях 1 июля в рубрике «Далее». 1 июля – День ветеранов боевых действий в России и День празднования добровольного вхождения Бурятии в состав российского государства. Произошло это 360 лет назад. Сегодня также День Канады – главный государственный праздник, установленный в честь объединения всех североамериканских колоний Британии в единый доминион Канада. 1 июля – День образования Коммунистической партии Китая. Произошло это в 1921 году. Сегодня также День национальной печати в Якутии. 1 июля под Самарой стартует Грушинский фестиваль – Всероссийский фестиваль авторской песни. Он существует с 1968 года. По народному календарю утренний туман 1 июля к жаркому дню, а вечерняя радуга к хорошей погоде. 1 июля 1661 года подписан Кардизский мир России со Швецией. Он завершил пятилетнюю войну. В итоге Россия возвратила Швеции все ранее завоеванные города Прибалтики. 1 июля 1751 года во Франции вышел в свет первый том первой в мире энциклопедии. 1 июля 1862 года основана Российская государственная библиотека. В этот день в 1804 году родилась Жорж Санд, французская писательница. В 1889 году 1 июля родилась Вера Мухина, советский скульптор и художник, народный художник СССР. 1 июля 1908 года родилась Эсте Лаудер, американская бизнес-леди, основательница косметической империи Эсте Лаудер. 1 июля 1934 года родился Сидни Поллак, американский кинорежиссер, актер и продюсер. 1 июля 1961 года родилась принцесса Диана, принцесса Уэльская. Именины в этот день празднуют Александр, Василий, Виктор, Ипатий, Леонтий, Никанор, Сергей и Феодул.
Доброе утро всем, кто присоединился к нашему эфиру. Нам всегда приятно, когда к нам в гости приходят люди, болеющие за родную Якутию, и которые стремятся к тому, что где бы они ни находились, они всегда помнят о родной республике, а самое главное, пропагандируют родную культуру. И сегодня мы рады представить вам нашу землячку Марию Шишигину-Палсан, живущую в Германии уже 6 лет. Но и до этого столько же лет ее семья прожила в Исландии. Она недавно приехала на родину и любезно согласилась прийти к нам в студию. Доброе утро, Мария. Доброе утро, очень рада видеть вас. Привет всем. Надеюсь, сегодня будет очень хороший день. Вот так вот, с таким добрым посылом, да? Но, Мария, вы держите тесную связь с родиной, несмотря на то, что уже много лет живете, да, за границей, да? Каков был приезд в этот раз? С какой целью приехали? Ну, в этом году прошел первый исторический форум соотечественников. Это было основное приглашение. Организаторами были Министерство внешних связей и Дом культуры имени Кулаковского, за что им тоже огромное спасибо. Приехало очень много земляков из-за рубежа, с наших регионов, около 50 участников. Все подружились, все познакомились. У всех очень большие планы на будущее. Да. Ну вот такой хороший, да, повод приехать на родину. Мария, а вот скажи, пожалуйста, все-таки с вводом вот тех самых санкций, да, насколько сложно было добраться сюда или уже все так доступно? Вот, честно говоря, мы мыслим, оказывается, стереотипно. Даже когда был коронавирус, мы так по-пионерски сидели дома. Потом на 9 мая я хотела сделать сюжет для НВК, и мы поехали в Берлин, а я смотрю, люди без масок, кого-то встретили, они уже съездили куда-то отдохнуть. Оказывается, все куда-то ездили. И сейчас, когда были санкции тоже, ну, мой муж, он как-то сказал, что, скорее всего, самолеты не летают и так далее. А звоню своей землячке с Финляндии, она говорит, я каждую неделю езжу с Финляндии в Питер, да, и это вот все такое... открыто. И я говорю, как, не может быть, как граница? Он говорит, все нормально, и вообще проблем не было. Вначале мы долетели до Хельсинки, а потом они нас встретили, мы на машине доехали до Выборга, потом до Санкт-Петербурга, и все очень это просто. У меня глаза, как бы все границы снова расширились, и я думаю, что сейчас все возможно, можно даже ездить через Латвию, конечно, дороже, наверное, переехать через Дубай или Турцию, там через самолет, но наземным путем все очень возможно. Очень возможно, да? Мария, вы всегда являлись тем человеком, который болеет, да, душой вот за земляков, да, и всегда за границей вот поддерживаете те самые мероприятия, будь то там масс-рестлинг, да, те же самые сехи за границей, да, и у вас хамус, вы там, вас все знают, когда он всегда с вами, да, и вот даже культ лошади вы там, да, так воспеваете. Сегодня какими проектами живете? Ну, на ближайшее время это, конечно, будет конгресс, международный конгресс в Берлине органистов. Туда приедут тоже все ведущие исполнители, организаторы концертов, да, все, кто радеется. Ну и главными почетными гостями будут это тоже гости из Якутии. А дальше будет еще концерт в Таухе. Это большой международный фестиваль в Таухе, куда приезжали такие звезды, как Хонхурту из ТВ, да, монгольские тоже группы. Это прям такой большой, огромный фестиваль, примерно как наш ИСТЭХ в августе проходит. И мне бы хотелось тоже через хамус, ну, как бы, идею мира, да, знаете, это все-таки культурный пласт, да, и вот мы там должны вот будем через хамус вещать, что все мы едины, и через этот маленький инструмент будем все вместе. Да. Мы сейчас видим, да, фотографии вот твоей такой жизни, да, повседневной, праздники, мероприятия, но очень активную жизнь, да, ведешь ты. И вот интересно, ты все-таки этим зарабатываешь или это все вот такое волонтерское некое движение и все это безвозмездно? Ну, если думать так, все в денежном эквиваленте, нет, я не зарабатываю на этом. Спасибо большое моему мужу, который поддерживает меня и всегда увозит меня, привозит меня и так далее. Но вы знаете, когда ты делаешь это с открытым сердцем, я считаю, что те связи и контакты, которые я получаю, и вообще тех интересных людей, которые я встречаю, это, конечно, вот это и есть, да, лучшая награда, потому что, я не знаю, вот даже когда встретилась с Ула Павловной Юханссон, которая в 1952 году защитила диссертацию об орнаментальном искусстве якутов, я не знаю, мне в Германии стало намного, вот, у меня прямо, вот,
стало намного легче. Понимаете, что даже тогда, в 1952 году, кто-то защитил диссертацию о том, что наша культура древнее, да, и я сразу так это, у меня выпрямилась, грудь колесом, да, это мы. Мария, ну ты очень много, да, рассказываешь про Якутию, наверное, да, проводишь различные, наверное, какие-то, да, ну, онлайн-конференции, да, и так далее, и так далее. Вот что самое такое главное, что ты всегда рассказываешь тем, кто, допустим, не знает о Якутии? Ну вот есть какой-то такой момент? Ну, это, конечно, климат. И сами люди тоже, многие в Европе, честно говоря, знают, осведомлены, и что происходит. Вы знаете, даже про Хомус люди знают больше, наверное, чем кто-то здесь, потому что они знают и Кузнецов, с какого они Улуса. Я говорю о климате, потому что это резко-континентальный климат. Я говорю всегда о сезоне, что мы самые счастливые люди. Мне кажется, что рай на земле — это Якутия, потому что мы имеем зиму, мы имеем красивую золотую осень, у нас пробуждение весны, да, все это. И лето у нас, несмотря что короткое, оно такое яркое, со всеми видами ягод, цветов, птицами, да, и вот когда я говорю, что это только там, оказывается, начинаешь ценить и понимать, потому что когда в этом году в Германии через 3 года вдруг выпал снег, мы все, как дети и соседи, снеговиков лепили, это все было, знаете, так вот, прям восторг такой неописуемый. А скучаешь больше всего почему? По снегу. По снегу, да? Снегу. И мои дети тоже. И мы всегда думаем, что лучше мы приедем зимой, искупаемся в снегу, нам снега не хватает. Ну, а если вот так вот, я всегда говорю, строганина. Строганина — это прям вообще тоже. Вот ты не зря отметила, да, что вот эти все красоты начинаешь замечать издалека только, да? Что ты посоветуешь своим землякам, что нужно сделать для того, чтобы так же любить свою родину, как ты? Ну, вот все-таки связь с природой, да, когда ты чаще бываешь на природе, ты уже ценишь каждый день. Солнце — это наше все. Мы же дети солнца. И поэтому с утра мы должны всегда просыпаться с одной мыслью: спасибо, что этот день настал. Я сделаю его еще прекраснее, выходишь с улыбкой, и все. И жизнь тебе сама преподаст такой подарок обязательно, потому что все у нас здесь вот рядом. Ты идешь, даже лужа, и в ней отражается небо, это уже прекрасно, да? И вот все, что у нас есть, это вот то, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы можем идти, куда мы хотим. У нас есть выбор, это самое лучшее. Спасибо большое, Мария, что посетила наш утренний эфир. Мы надеемся, что частичку своего позитива она подарила каждому, кто сейчас находится у экранов телевизора. Мы прервемся на новостной блок, и далее продолжим. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. С 1 июля ожидается увеличение цен на коммунальные услуги. В конце каждого года правительство утверждает средний индекс предельного повышения цены на коммунальные услуги для каждого региона. В среднем по республике индекс изменения платы граждан с 1 июля составит 6%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям региона составляет 2,5%. Таким образом, максимальный индекс изменения платы граждан за услуги ЖКХ с июля в республике не будет превышать 8,5%. Отметим, что в республике на оплату услуг ЖКХ предусмотрен ряд льгот. В июне установлены льготные тарифы на коммунальные услуги, на отопление, холодное и горячее водоснабжение, и электроотопление, и водоотведение. Этими тарифами пользуются все жители нашей республики. На эти цели в этом году заложено 25 миллиардов рублей. Кроме этого, в республике приняты ряд социальных мер для поддержки граждан по оплате за коммунальные услуги. Это еще не все. В июле вступает в силу ряд важных законов. Пенсионные накопления россиян, например, защитят от недобросовестных страховщиков, а банкам запретят наживаться на повышенных комиссиях. ИП смогут платить налоги в особом порядке, а экскурсоводам придется пройти обязательную аттестацию.
Ну а дачная амнистия наступит раньше. Срок вступления в силу закона перенесен с 1 сентября на 1 июля. Подготовить такую поправку в закон парламентарии решили в связи с непростой экономической ситуацией. Применение этого закона упростит оформление прав граждан на недвижимость, в том числе на земельные участки, рассчитывают законодатели. Пассажиры авиакомпании «Алроса» смогут летать из Москвы в Курск, Нарьян-Мар, Йошкар-Олу, Тамбов, Воркуту и Киров. Новые направления запускают благодаря соглашению код-шеринг с авиакомпанией «Руслайн». Теперь на сайте авиакомпании «Алроса» можно, например, купить билет из Новосибирска в Москву, а из Москвы в Воркуту. При этом первый рейс фактически выполняет авиакомпания «Алроса», а второй – «Руслайн». Билеты на оба рейса под кодом «Алроса». Покупая билеты на рейс, выполняемый партнером по кодшерингу, пассажиру необходимо знать правила фактического перевозчика, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте. Вторые международные интеллектуальные игры стартуют в Якутии сегодня. В них примут участие 670 учащихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов из 17 зарубежных стран и 16 регионов России. А ключевыми мероприятиями станут международные олимпиады школьников Туймада по математике, физике, химии и информатике, школьная научная конференция-конкурс, исследовательская школа по STEAM-проектам. Кроме основных мероприятий пройдут и сопутствующие: школа научной журналистики МИИ, образовательный салон «Территория успеха» и якутская исследовательская школа. Аномальную жару до 30-35 градусов прогнозируют в Якутии. В целом, средняя температура воздуха в июле ожидается на 1-2 градуса выше нормы. В центральных районах и в части северо-восточных средняя температура воздуха в июле ожидается выше нормы на 1 градус. В Колымо-Индигирских районах на 2 градуса выше нормы. На западной территории региона температура ожидается в пределах средних многолетних значений. Как уже было отмечено в новостном блоке, сегодня у нас очень знаковое событие произойдет в Якутске. Открываются международные интеллектуальные игры школьников. Об истории и успехах этого уникального проекта расскажет моя коллега Полина Долинская. Международные интеллектуальные игры во второй раз пройдут в столице республики. Это уникальный в мире формат встречи учеников, учителей и ученых в различных способах взаимодействий. Первые игры проходили в 2018 году. Тогда участие приняли всего 1500 участников из 40 стран и 18 регионов России. Но с каждым разом проект набирает обороты и разрастается в масштабах. Это стало доступно благодаря новой форме проведения игр. Это вторые мини. Мы понимаем, что они будут другие, не похожие по сравнению с первыми. Но мне кажется, это тоже такой особый вызов, когда мы будем проводить в смешанном формате. Это самый сложный формат организации. Но я в команде, которая организует мини, не сомневаюсь и уверен, что это будет уникальные события. Ключевыми мероприятиями игр являются Международная исследовательская школа по STEAM-проектам, Международная школьная научная конференция-конкурс и традиционная Международная олимпиада Туймада по математике, физике, химии и информатике. Но кроме образовательной части, у мероприятия есть другая, глобальная цель. Ведь девиз игр – «Давайте заниматься наукой, давайте заводить друзей». Нам необходимо устанавливать партнерские связи с другими образовательными системами и других стран, и других регионов. Ну и в конце концов, вся эта наша деятельность способствует миру и дружбе между народами. Сегодня наука является именно той областью, которая скрепляет международное сотрудничество. Ведь именно наука, через науку человечество познает мир, делает его лучше, и занятие наукой, вовлечение детей в науку – это именно то, через что мы можем добиться устойчивого развития нашего мира. Многие участники, что играли в первых международных интеллектуальных играх в 2018 году, также примут участие и в этом году, но уже в статусе тьюторов. Те же ребята, что не смогли приехать, все равно нашли способ поддержать новых игроков. Участие в играх – это опыт. Огромный опыт, который пригодится в вашей дальнейшей жизни. Но кроме опыта и новых знаний, вы приобретете воспоминания, которые будете хранить в своем сердце. Прошло 4 года, я успела окончить школу, но
до сих пор с трепетом вспоминаю те беззаботные и счастливые дни, проведенные в Международной исследовательской школе. На самом деле, я бы очень хотела оказаться на вашем месте, чтобы вновь испытать эти эмоции. Надеюсь, Международные интеллектуальные игры скрасят ваши каникулы, и вы проведете незабываемые дни. Желаю удачи! Основной целью проведения масштабного мероприятия является создание международного сообщества высокомотивированных школьников, педагогов, ученых, представителей общественности и родителей, заинтересованных в развитии науки и технологий. Победитель командного итога получит большой кубок. Победителей конкурсных мероприятий наградят медалями и дипломами. Кроме этого, каждый получит уникальный опыт, который поможет им в будущем. Полина Долинская, Григорий Николаев, Якутск. Я уверена, что будущее у этих ребят будет блестяще. Если даже они не станут учеными, то этот опыт, несомненно, пригодится в будущем. А суметь сделать правильный выбор профессии – это чуть ли не самое главное для молодого человека. И вот наша следующая героиня – это гость нашей студии, обладатель красного диплома, который она сегодня получит – это Вера Пахомова. Она является выпускницей Якутского колледжа связи и энергетики имени Дудкина. И сегодня мы решили поговорить с ней о том, как же она так удачно, во-первых, успешно завершила этот путь, да, нелегкий, и как выбрала свою профессию. Доброе утро. Добрый день, утро. Да, доброе утро. Во-первых, мы поздравляем тебя с окончанием колледжа, и тем более с таким триумфальным окончанием, с красным дипломом. Какую специальность ты получила и каким образом вообще выбирала? Спасибо большое за поздравление, очень приятно. Специальность я закончила информационной системой программирования, то есть я сегодня, можно сказать, уже стану программистом официально. И выбирала я профессию, в принципе, просто по интересам. Мне было интересно узнать, как это с другой стороны выглядит, потому что мы, вот, пользователи, мы видим одну картинку, а как она там изнутри. Вот, другая сторона того, чем мы пользуемся постоянно. И поэтому мне было интересно именно практическое знание, именно умение что-то делать, поэтому я выбрала поступить в колледж. Там даются знания определенные. Мы умеем делать сайты, игры, приложения, базы данных, и это уже практический навык, который отрабатывается на практике. Ну, ты молодец, да, то есть чувствуется, что твои студенческие годы прошли с такой, знаешь, легкостью, любознательностью, да, вот. В целом, да, вот главное, вот что ты запомнила вот за все время учебы? Вот что у тебя отложилось там в глубине души? Помимо знаний. Помимо знаний, вообще очень много у нас было возможностей для реализации. Это сильно дало такой толчок для развития и очень большой опыт, что есть возможность участвовать в конкурсах. Преподаватели активно зазывают студентов участвовать в конкурсах, хакатонах, ВСРах. Есть очень много возможностей, как себя реализовать, показать. При этом у нас сейчас еще, как только студенческая жизнь началась, было такое, ну, в принципе, обычное образовательное учреждение с такими ретро, слегка кабинетами. Потом пришел Семенов Гаврил Иннокентьевич, наш нынешний директор. У нас теперь полностью оборудованные кабинеты. Теперь можно не таскать с собой ноутбук, не портить себе спину, потому что везде есть у каждого свое рабочее место. Также у нас наш колледж имеет договоры, хорошо сотрудничает с IT-компаниями, с IT-парком. У нас многие хакатоны, мероприятия проводятся вместе с ними, организуются. Вот сейчас, да, молодежь выбирает вот такой же путь, как и ты, да, зачастую это вот среднее специальное образование, да? Вот почему ты не пошла вот в какой-нибудь там, ну, допустим, вуз, да, или вообще не поменяла город, а решила остаться, да, вот в Якутске и выбрала именно профобразование? Ну, во-первых, я очень привязана к своему городу. Как говорится, где родился, там и пригодился. Я немножко следую все-таки этому правилу. И колледж связи и энергетики я выбрала, потому что, во-первых, это самый передовой колледж в сфере технического IT-образования. И вообще
в нашей республике очень хорошо развит и очень быстро, интенсивно развивается IT-сфера, образование в IT-сфере. То есть ты время не хотела терять? Да, ну и время не хотела терять, и образование дается качественное. Поэтому мы уже умеем многое делать, и наши ребята уже многие работают, уже участвуют в больших проектах. Да, отсюда вытекает следующий вопрос. Сегодня ты выйдешь с красной корочкой, а дальше что? Пойдешь ли ты получать высшее образование или все, ты уже вся в работе и знаешь, куда пойдешь? Ну, работать тоже есть вариант, и также есть вариант пойти учиться, потому что у нас дается достаточно крепкая база и по математике, по элементам высшей математики, по русскому языку у нас, по общеобразовательным предметам у нас прекрасные преподаватели, которые дают хорошие крепкие знания, базу. А также во время участия в хакатонах особенно тебя замечают работодатели. Ты показываешь себя, свои навыки, выигрываешь места, выигрываешь стажировки. У нас ребята проходили практику, стажировку в ЦОПе, в IT-парке, в точке кипения. Сейчас очень многие мои знакомые уже работают над проектами, которые выигрывали в хакатонах или какие-то присоединялись куда-то. И сейчас, и даже во время учебы, они занимались уже настоящими проектами и были, считайте, настоящими программистами. Ну, то есть ты все-таки хочешь уже начать работать? Да, такая возможность есть, и почему бы не совмещать? Потому что и студенческая жизнь — это интересно, но она у меня уже, в принципе, была. И сейчас, если есть возможность начинать свой карьерный рост с самого-самого такого юного возраста, почему бы не воспользоваться такой возможностью? Вера, у тебя есть время сейчас, совсем коротко, да? Пожалуйста, обратись к телезрителям, к родителям, к абитуриентам, да? Вот, что бы ты могла им пожелать сегодня? Ну, для абитуриентов я, конечно, хотела бы пожелать в первую очередь не бояться, потому что страх нас сковывает, и это совсем ненужное чувство в современном мире. Потому что вы должны проявлять себя в конкурсах, в активностях, потому что это дает очень большую платформу для развития, очень большой опыт. И в дальнейшем вам будет легче, интереснее строить свою карьеру, находить знакомства полезные и в дальнейшем строить свою карьеру и жизнь. Также хотелось поблагодарить наш колледж за то, что вложил в нас столько сил, столько энергии, знаний, и, конечно, поблагодарить моих родителей. Вот так. Какая золотая девочка. Вера, мы благодарим тебя, что посетила наш утренний эфир, и желаем тебе всего самого наилучшего. Спасибо большое. Вам всего тоже. Но в Национальном художественном музее, где проходит выездная выставка Третьяковской галереи, сегодня ждут 5000-го посетителя. Выставка пользуется большим успехом у якутян. Ну а для тех, кто не сможет ее посетить, мы предлагаем небольшую онлайн-экскурсию. Национальный художественный музей и Государственная Третьяковская галерея представляют уникальный, яркий и самобытный выставочный проект «Сокровища Третьяковской галереи». На выставке представлены многие известные имена ярких и талантливых художников. И про первого художника сегодня мы с вами поговорим. Выдающийся русский живописец Василий Андреевич Тропинин родился в Новгородской губернии. До 1823 года художник являлся крепостным. Изначально у графа Антона Сергеевича Миниха, впоследствии он был крепостным у Ираклия Ивановича Моркова. Впоследствии от графа Моркова он получил вольную и уже в 1824 году удостоился звания академика портретной живописи. Получив вольную, получив долгожданную свободу, Тропинин поселился в Москве, где стал одним из самых уважаемых у жителей города художников. Картина, представленная на выставке «Золотошвейка», является одним из признанных шедевров художника. Название произведения связано с родом занятий изображенной девушки. И мы видим, девушка вышивает позолоченными металлическими нитями. Этот вид прикладного искусства был широко популярен в России на протяжении столетий. Но наибольшего расцвета получил во второй половине XVIII, первой половине XIX века. Труд золотошвеек был нелегок и требовал от мастериц аккуратного и точного исполнения. Мы видим, что композиционно девушка оторвалась, оставила свое занятие и обратила взор на зрителя.
обаятельный образ дополняет красивый красный платок, небольшие сережки, а такие детали, как подвитые у висков пряди, украшающие волосы костяной гребень, свидетельствуют о том, что девушка следила за модными тенденциями. Виртуозно, любовно художник выписывает и рабочий инвентарь золотошвейки. Мы видим на переднем плане и ножницы, пяльцы, катушку с золочеными нитями. Художнику была очень интересна жизнь разных сословий, разных людей России, и в том числе люди, представители крестьянства и ремесленники, вот к числу которых и принадлежит наша героиня. Привлекает и также колорит самой живописи. Девушка, ее образ подсвечивается мягким свечением, и мы видим, да, насколько богата нюансами вообще сама живопись в картине. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это уникальное, яркое, живописное произведение своими глазами. Пришло время завтракать, и вместе с шеф-поваром сегодня мы попробуем приготовить сытные вареники с грибами. Или можете записать рецепт, чтобы не спеша приготовить их в выходные. Доброе утро, меня зовут Новгородов Евгений, я су-шеф ресторана «Крыша». Сегодня мы будем готовить завтрак, но этот завтрак будет не особо полезный, он будет калорийный, но так как сейчас лето, я думаю, после употребления этого завтрака можно пойти на улицу и все эти калории сжечь. В общем, я хочу сегодня показать формат, как можно приготовить вареники нестандартно, как мы обычно это всегда делаем. То есть отвариваем и кушаем. Значит, для этого нам понадобятся вареники, я их уже отварил. Можно использовать, не знаю, пельмени, равиоли, что любите, с любой начинкой, без разницы. Нам понадобится куриное филе, грамм 70, мы нарезали его соломочкой, грибы, шампиньоны, белые грибы, какие вам нравятся, и какие-нибудь овощи. У нас это будет фасоль, у нас это будет лук и немножко чеснока. И также нам понадобятся сливки. Сливки лучше взять 10% жирности. Значит, мы сначала нарезаем наши овощи, грибочки нарезаем произвольно, но не крупно. Лук нарезаем пером, ну, либо можно мелким кубиком также. Овощей достаточно будет взять грамм по 20, по 30. Немножко чеснока, буквально ползубика. Режем его и добавляем для того, чтобы у нас был аромат, поэтому мы его измельчаем, чтобы не чувствовать его в самом блюде. И все наши ингредиенты, включая куриное филе, мы закладываем. Можно закладывать все сразу же вместе. Обжаривать мы это все будем в течение пары минут. Также берем сразу же предварительно отваренные наши изделия, вареники и подготовленные сливки. Как только наши овощи обжарятся, мы зальем все сливками, добавим немножко соли и начнем сервировать наше блюдо. Пошел аромат чеснока. Заливаем. Присаливаем. Можно увеличить огонь. Нам нужно, чтобы наши сливки подзатянулись и превратились в соус. Выложим вареники. Когда сливки вот так начинают пузыриться, значит, осталось буквально секунд 30. То есть они уже начинают у нас затягиваться. И значит, сейчас у нас соус уже будет готов. Обязательно пробуем на соль. И как наш соус готов, выкладываем его в тарелку. Сначала выкладываем все ингредиенты, которые у нас были, а затем хорошо поливаем соусом сливочным. Также можно добавить для пикантности немного ароматного масла. Наш завтрак выходного дня из вареников, куриного филе и овощей в сливках готов. Приятного аппетита!
После плотного и сытного завтрака можно и прогуляться, особенно если у вас есть домашний питомец. А заодно можно научить его новым командам. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня мы с Беррис вам покажем немножко усложненный комплекс по движению рядом. До этого в программах мы вам показывали, как научить собачку ходить рядом, а сегодня Берри покажет движение по команде рядом без поводка и повороты по команде рядом без поводка. То есть собачка уже отработанная, команды знает и выполняет. Берри, рядом. Рядом. Берри, рядом. На. Рядом. На. Хорошо. Берри, рядом. Да. Рядом. На. Рядом. Хорошо. Рядом. Берри, рядом. Хорошо. Рядом. Когда останавливаемся, собачка садится. Супер. Молодец, молодец. То есть движение по команде рядом без поводка. Добиваемся от собаки, чтобы она шеей приклеилась к вашей ноге, к левой ноге. Собака движется с левой стороны. Собака полностью должна следовать за вашей левой ногой. Куда левая нога, туда движется собака. Пока что еще привлекаем внимание лакомством. Полностью выученная собака работает уже и без лакомства. Вот. Когда мы двигаемся, собачка возле левой ноги. Двигаемся вперед, команда рядом, собачка возле левой ноги. Двигаемся назад, команда рядом, собачка возле левой ноги. И повороты у нас были направо, налево, кругом. Тоже собачка возле левой ноги, рядом с вами. То есть команда рядом. Когда вы стоите, собака сидит параллельно вам, смотрит мордочкой туда, куда вы лицом, плотно прилегает к вашей ноге. Когда вы двигаетесь, собачка плотно прилегает к вам по команде рядом. И желательно, чтобы она поднимала мордочку и смотрела вам в глаза. То есть контакт с вами был. Хорошо. Берри, рядом. Никуда. Рядом, назад. Рядом, рядом. Рядом, рядом, рядом. Да, молодец. Молодец. Берри, рядом. Да. Рядом. Да. Рядом. Молодец. Назад. Хорошо. Берри, рядом. 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 Да. Молодец. Наступил июль, и это время сбора лекарственных трав. Якутские растения особенно полезны, и травники как раз сейчас выходят на луга, чтобы сделать запасы на долгую зиму. И об одном таком опытном травнике в сюжете наших мирнинских коллег. Вот такой один кустик можжевельника может чистить 1 гектар свалки воздуха. А когда они спелые, они идут как отхаркивающее средство. О пользе можжевельника Егор Сыромятников знает не понаслышке. Собирает лекарственное растение в июле. У каждого дикороса свое время заготовки. А все потому, что целебные вещества у растений накапливаются в определенное время. В июле можно собирать иван-чай, кровохлебку, пижму и тысячелистник. Сбором трав следует заниматься утреннее время, желательно подальше от проезжей части. Растения способны впитывать выхлопные газы машин. По словам травника, правильная заготовка и хранение помогает сохранить полезные свойства дикоросов. Большинство растений следует сушить в сухом, тенистом месте. Помещение должно проветриваться. Для укрепления здоровья Егор Сыромятников использует более 10 видов лекарственных растений в виде отваров, настоек. Некоторые растения в больших дозах ядовиты, поэтому важно знать инструкцию по применению. Есть такая трава, волчья трава, говорят. Не надо путать вот этот щитовник пахучий с дутоплотником сибирским. Это трава, которую волк есть, говорят, по-якутски, если дословно переводить. Вот это очень хорошо печень чистит. И лечит печень при болезнях Боткина, при желтухе. Настаивать нельзя на водке. Как водки настоишь, сразу начинается это ядовитые свойства проявляются. Мирнинский травник использует лекарственные дикоросы для лечения суставов, головной боли, кишечных расстройств. В жаркое время для домочадцев готовят похлебку из чернобыльника. Блюдо называют якутской окрошкой. А для укрепления иммунитета травник советует заваривать чай с чабрецом, можжевельником и иван-чаем. Благо они растут в окрестностях Мирного и других поселений.
Иванна Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Наша Якутия и в целом дальневосточные регионы богаты фауной и флорой. И наша уникальная природа – это действительно кладезь полезных и натуральных витаминов. Моя коллега Полина Долинская накануне побеседовала с одним из экспертов в этой сфере. Давайте послушаем. Современная медицина направлена на лечение заболеваний, но не дает ответа на вопрос, что делать человеку для профилактики, чтобы не болеть и всегда поддерживать крепкий природный иммунитет. Ученые и специалисты постоянно ищут способы укрепления и улучшения внутренних резервов человеческого тела без использования химикатов и синтетических препаратов. Рада представить вам Анатолия Шишленина, основателя российской компании «Биокедр». Доброе утро, Анатолий Арнольдович. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, телезрители наши. В настоящее время в ситуации постоянного стресса и вода плохая у нас, и продукты недостаточно хорошие. Вот как современному человеку поддерживать естественным образом свой иммунитет без как раз-таки без прибегания к препаратам и синтетическим каким-то? Почти 20 лет назад мы занялись плотным изучением вот этой дальневосточной кедровой шишки, которая произрастает на Дальнем Востоке. Вот это вот сибирская шишечка, вот, а это вот дальневосточная. Разительно отличается. Но это еще не самая большая, это самая большая. Поэтому, когда под руководством доктора сельскохозяйственных наук профессора Старикова Надежды Павловны занялись изучением, и выяснили, что в дальневосточной кедровой шишке, особенно растущей в Приморском крае, отдельно скажу почему, содержится 134 полезных компонента. 55 где 60 микро-макроэлементов, 20 аминокислот, 20 витамин, дубильные и недубильные вещества, жирные и нежирные кислоты, дегидрокварцетин, танин и так далее. Это все, что сегодня оказывает активную противоборство всякого рода инфекционным и прочим заболеваниям. Вот ковид посетил все, да, весь мир посетил. У нас из 20 без малого тысяч опрошенных наших потребителей нет ни одного заболевшего ковидом. Ни одного. Вот рассказываем как на духу. Поэтому, когда вот этот комплекс всех полезностей здесь, а ни один витамин не работает отдельно от того или иного микро-макроэлемента, это ни один аптекарь, ни один привез, никто никогда не соберет вот кучу, вот столько полезностей в один момент. Что касается приема, достаточно вот одну такую шишку человеку в сутки получить, или же есть она в каком-то другом виде? Это как образец того, с чем мы занимаемся новейшими разработками новейших технологий, связанных с жизнедеятельностью человека. Вот одна из этих технологий. Мы вот эту шишечку, 12 лет было потрачено только на то, чтобы научиться извлекать, убирать смолу из шишки, 12 лет, не повредив всего огромное количество того, что в ней находится. 12 нюансы лет. Свои есть Ну, определенные. это, я сегодня не один знаю, то честно говоря, открыто один технолог, ну, еще супруга знает, больше никто. Нам американцы предложили очень большие деньги за то, чтобы мы им отдали. Шишку не наберут без нас. Найдутся люди, кто продадут. Но я сторонник выздоровления нашей нации. Я до мозга костей патриот совестный. Вот кому-то нравится, кому-то не нравится. Но я никогда не стеснялся и не стесняюсь. Я патриот совестный. Пусть наши бабушки и дедушки лучше получают то, что мы можем им дать. Вот здесь она у нас в нескольких видах. Порошкообразном, таблетированном, капсулированном. Потому что особенно люди, занимающиеся активно спортом, а я сам кандидат в мастера спорта по боксу, я знаю, что такое спорт. И когда, например, движения, тренировки, там, прочие офицеры, бизнесмены, они у нас используют таблеточки. Мы таблетки сделали с добавкой витамина В12, мы таблетки сделали с коэнзимом, таблетки сделали с лютеином для глаз, коэнзим для сердца и вот с В12. И мы сегодня выпускаем еще целую линейку. У нас мощная косметическая линейка. Аналогов в мире нет. Я не потому, что там как-то, о, ребята, вот у нас. На самом деле, мы отправили нашу косметику в Израиль и в Америку, она на ура. Просто для экспериментов. Ну, как, ну уж израильскую косметику рекламировать, ну, тратить время. Она на первом месте. Из 6 платиновых компаний в мире, которые имеют платиновый сертификат, 4 израильские. Мы им, когда отправили нашу косметику, они свою отодвинули. Вот я вам как на духу говорю. То есть продукт сделан с высочайшего качества. И все лишь только потому, что вот здесь вот 134 компонента. Только вдумайтесь. Когда американцам, израильтянам, говорят, вы нам не рассказывайте, сказок, такого быть не может, что было столько в одном продукте. Потом через дней 10 нам звонит с Израиля, говорит, вы знаете, я думал, что я умный. Оказывается, говорит, я ничего не знаю, не хочу, говорит, себя оскорбить, что он полуумный или какой. Но, говорит, я никогда не думал, что в одном моменте
Почему я подчеркнул именно, когда в начале весны в Приморском крае? Шишки у нас по Дальнему Востоку, у вас тланник помельче шишечка, но она так, пощелкать, как семечки. Ближе к Амурской области, Хабаровский край, Приморский край покрыты лесами. В Приморском крае 4000 квадратных километров кедровника. Я являюсь, ну так, немножко, будем так говорить, субарендатором на 27 тысяч квадратных километров нашей тайги, где мы собираем этот шишек. Мы убираем от них. Приморский край, оказывается, никогда за всю историю существования Земли, во сколько проследил наш наука, не был покрыт льдами. А все вы можете поднимать, помните, в ледниковом периоде там 20 миллионов лет, 200 миллионов, и он вымораживает все, что почва накопила, почва. А Приморский край по чьей-то воле, ну или по воле Господа, или по чьей, не знаю, никогда не был покрыт. И поэтому Земля, что накопила миллиарды лет в свою жизнь, она отдала вот сюда. Кедр очень интересно, корни будет пускать, но он пустил стержень, потом такой вот, как веером, укропичный такой корневище. Опять пустил, опять, и это на 8-10 метров в глубину корни уходят. И они оттуда вот собирают все, что Земля сохранила для нас с вами. Какая суточная норма потребления и есть ли ограничения? Вот мы сегодня, я говорю, провели уже порядка 17... Мы очень плотно работаем с Российской академией наук, очень плотно работаем. У нас куратор наш, доктор медицинских наук, врач, уролог, проктолог, сегодня в стандарт лечения онкологических заболеваний внес прием нашего настоя. Норма ввода, если мы делаем в таблетках 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Близко ко сну нельзя, то он маленько так подбадривает, где-то за 2-3 часа. А в основном, когда мы в жидком варианте 100% усваиваем, сделаем 50 грамм утром, 50 грамм вечером. Поэтому это рассчитано все четко в миллиграммах, сколько на килограмм веса, 66 миллиграмм, где-то до 70 миллиграмм на килограмм живого веса, расчет делается. И один пакетик саше это на 10 дней. У нас вот мы продаем коробочки, потом такие пакеты, тетрапаки, это на 2-3 месяца и так далее. Таблетки, которые в капсулах, баночки по месяцу. Но эффективность, я хочу сказать, мы не занимаемся лечением. Лечат наши врачи, у меня супруга врач высшей категории, вот пусть она лечит. А мы занимаемся валеологией. Валеология – это наука о здоровом образе жизни. И вот мы сегодня, когда зашли в Якутию с сентября месяца, я хочу выразить, пользуясь случаем, особую благодарность Ирине Владимировне Федоровне. Ну, вообще-то она душой болеет за свой народ, за то, чтобы люди были здоровенькие. В связи с климатическими условиями у вас несколько усложнена ситуация со здоровьем, это не секрет. Поэтому тут и яблочки дорогие, и то дорогое, и напитаться витаминами очень сложно. Поэтому Якутию посетила, жители Якутии посетила такая напасть более активно, как ковид. У нас, еще раз повторю, из 18 почти 1000 человек, которые мы обследовали, ни одного заболевшего коронавирусом. А те, которые заболели, у нас очень много отзывов. Самое интересное, что люди на якутском языке нам пишут, выражают благодарности. Мы отправляем Ирине, Ирина нам переводит, и люди только благодарны. Перестает сыпаться волос. В норму приходит кровь, в норму приходится... Там уже последствий очень много, еще не ясно, какие будут последствия дальше. Но мы сегодня, люди, попавшие под эту ситуацию, мы их помогаем выйти. Мы им просто помогаем, причем таким, серьезным методом. Есть желание, пейте, нет желания. Самое главное, побеспокоиться о здоровье своих детей, о здоровье своих родителей и о своем. Анатолий Арнольдович, большое спасибо за такую интересную, полезную беседу. Конечно же, вам здоровья и спасибо о том, что вы делаете все для того, чтобы сохранить здоровье миллионов. Самое время узнать о самых актуальных и последних новостях к этому часу. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей. Более 11 тысяч граждан оформили дальневосточный гектар в Якутии. Наш регион занимает 2-е место по количеству заявок и заключенных договоров среди субъектов Дальнего Востока. Как показывает статистика, большинство граждан, заключивших договоры безвозмездного пользования земельным участком, планируют строительство жилья, а также намерены заниматься сельским хозяйством и развивать туристические проекты. С прошлого года якутяне уже начали процедуру переоформления земельных участков в собственность или в аренду. Новые правила оформления инвалидности в России вступят в силу сегодня. Направлять на экспертизу будут только медики, а автоматически продлевать документы не станут. Так перестанет действовать временный порядок, введенный из-за коронавируса. Люди смогут самостоятельно выбирать, как им проходить медсоцэкспертизу, очно или дистанционно. До 1 июля возможен только заочный формат. Также, начиная со 2 июля, автоматическое продление инвалидности остановят. Поэтому необходимо заранее обратиться в медорганизацию, чтобы оформить направление на экспертизу.
Впервые в истории республики открылся дизайн-центр микроэлектроники под названием «Север». Его открыли на базе Северо-Восточного федерального университета. Проект позволит студентам под руководством квалифицированных сотрудников заниматься разработкой новых электронных устройств и аппаратно-программных комплексов на основе отечественной элементной базы и научных разработок СВФУ. Как итог, Якутия получит развитие отрасли и продвижение своей продукции. До этого в республике в целом мы занимались только программной части информационных технологий. То сегодня, можно сказать, это историческое событие. Мы даем старт именно развитию элементно-компонентных базы электроники. Ну, то есть это аппаратная составляющая всех информационных технологий. Здесь ребята будут заниматься именно конкретно созданием компонентной базы, ее программирования. Туристический бизнес в Якутии стремительно развивается. На сегодняшний день в Якутии работает порядка 80 турбаз. 24 туроператора предоставляют на выбор путевки по 130 маршрутам. Туристы могут отправиться на отдых как на выходные, так и на весь отпуск. Самыми популярными и доступными направлениями по-прежнему остаются Хангаласские и Амгинские улусы. Также открылись базы в Намском районе. В целом, наши предприниматели ориентированы на развитие регионального туристического бизнеса, поэтому на любой из турбаз можно сделать дополнительный запрос, заказать выезд на рыбалку, сбор ягод, отдых на воде и другие мероприятия. Сейчас у нас в республике действует 78 туристских баз и гостевых домов по республике Саха-Якутия. Есть у нас также туроператоры. Их у нас в количестве 24 единицы, и они реализуют у нас 127 туристских маршрутов, из которых, к примеру, у нас туры выходного дня, сплавы, охотничьи туры, спортивные туры, организуют автотуры. Увидеть алмазы Алроса сможет каждый. В Мирный, Удачный и Айхал привезут выставку «Алмазный фонд Алроса». Ее приурочили к 65-летию со дня основания алмазодобывающей компании. Выставка покажет крупнейшие находки в истории Алроса, эксклюзивные кристаллы в форме футбольного мяча, снежинки, черепа и самые редкие цветные бриллианты. На выставку пустят только по предварительной записи с паспортом. К этому часу это все новости. Всего доброго и удачного дня! Вот таким познавательным и позитивным был наш пятничный эфир. На этом мы завершаем его, но мы не прощаемся, ведь с понедельника по пятницу каждую неделю на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы встречаем каждое утро вместе с нашими любимыми телезрителями. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить всех наших дорогих и любимых телезрителей за то, что всегда остаетесь с нами. Напоминаем о нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, пишите свои пожелания, вопросы. Передавайте приветы. Наша страничка активна. Ну а завершаем мы наш эфир песней о любви в исполнении талантливой Ирины Дускуловой. Приятных выходных и доброго настроения!